Чтобы стать путешественником, нужны желание и решительность. Никита Васильев понял это еще в свои 18. Тогда первый раз в своей жизни он объездил тысячи километров автостопом. Было это 5 лет назад. Путешествие – это познание что-то нового. Каждый день все-таки новый, неповторимый. Потом без этого уже тяжело жить, когда уже ездишь, путешествуешь годами. Самое главное – опыт. Опыт, впечатления, которыми я могу поделиться в будущем, уже так же, как и по моей будущей деятельности, это педагогической, в работе с детьми. Чуть позже будущий географ по специальности завел себе в попутчике двухколесного друга, изъездил на нем весь Кавказ. И вот новый длительный маршрут. Теперь уже в восточном направлении. Позади 1,5 месяца пути и 1500 километров из Чебоксар через Башкирию и Оренбуржье в наш город. Актубе встретил мокрым снегом, ветром и слякотью, совсем не по-зимнему. Но к таким погодным сюрпризам Никита готов. Самое главное, конечно, взять дорогу – это голову, руки, ноги. Без этого никуда, потому что без головы все-таки. Остальное это минимум, конечно, от условий погоды, от сезона. Теплые вещи обязательно, зимой, осенью. Теплые вещи, спальный мешок, палатка, но кто-то ездит без них, просто просится на ночлег в любой деревне, в любом доме. Но я так не могу все-таки без палатки путешествовать. Палатка – это мой дом, я там чувствую себя комфортно, могу выспаться как медведь, так в берлоге. Поэтому для меня без нее я никуда не отправляюсь. Вот. Самое, говорю, главное – это голову взять в путешествие. Остальное все найдется. Впереди юг, Шымкент, Кызылорда, Алматы. Будет теплее. Конечный пункт – Дальний Восток. Как будет пролегать туда маршрут, Никита не определяет заранее. Впрочем, во всем остальном его расчеты также минимальны. Аптечка для себя и для велосипеда, мобильная связь с выходом в интернет, котелок и гречка, сменная одежда. Всем остальным помогают добрые люди. Как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. То есть, как Казахстан встретил? Ну вот первый уже населенный пункт, вот буквально был в Курайли, это первый мой населенный пункт. Уже, говорю, подарили сувениры, и тюбетейку, и маленький флажок такой, казахский набор. Откармливали меня, 2 дня откармливали. Я столько уже давно не ел, не питался. Конечно, очень гостеприимно, очень радует. Уже обрел, можно сказать, семью в Курайли такую маленькую. Вот. Но все впереди, еще Южный Казахстан, Средний Казахстан, много еще, весь Казахстан впереди, поэтому. Но первое впечатление очень положительное, очень классное. Двигается наш герой со скоростью 20 км в час в светлое время суток. Но если ветер попутный, добраться до населенного пункта можно и быстрее. А так спешить некуда, впереди еще год. На знакомство с культурой и бытом народов Средней Азии, Казахстана и Дальнего Востока. И новая мечта – кругосветка. Главное, чтобы здоровье не подвело, хотя куда уж ему не крепнуть с такой любовью к велопробегам в любую погоду. Ирина Гуцель, Эльмжан Молдавеков, программа «Факт».